Реконструкция комбината ТВА «Асбест» новым инвестором предприятия санкт-петербургской компании «Альба Кэпитал» началась в конце прошлого года, и менее чем за год комбинат был полностью готов к работе. На прошлых выходных состоялся его тестовый запуск. Объемы реконструкции действительно впечатляют. Но мы, повторюсь, наняли рабочую команду проектировщика из НИИ проект «Асбест» для того, чтобы увеличить пропускную способность СОВРа, чтобы его приблизить приблизительно к выпускаемой продукции в ДСК. И таким образом мы увеличили сегодня производительность СОВРа в 2 раза. Помимо этого, начинка существующего с советских времен работы комбината оборудования по тем или иным причинам с течением времени была выведена из строя, и ее полностью пришлось обновить. Для того, чтобы запустить работу на должном уровне, инвестору пришлось закупить более 400 двигателей, которые будут обеспечивать функционирование технологической цепочки, а также установить новые редукторы. Реконструировано было оборудование, обеспечивающее дыма и пылеудаление в цехах сушки и пылеочистки. Сумму инвестиций в компании не называет, лишь замечая, что речь идет о значительных вложениях. Мы не собираемся остановиться на достигнутом, и если мы увидим, что у нас все получится как по качеству продукции, как и по сбыту продукции, то мы готовы и в дальнейшем вкладывать сюда, инвестировать некие деньги для того, чтобы увеличивать выпуск асбеста. Ограниченность рынка асбеста в мире компанию не пугает. В настоящий момент предприятие ведет переговоры с 5 потенциальными покупателями, которые так или иначе уже знакомы с продукцией Агдавуракского комбината. Однако сейчас важно, чтобы они убедились, что ТВА «Асбест» способен выпускать качественный продукт. Ограниченность применения асбеста в мире – тезис спорный, убеждены в компании. Спрос есть и в России, и в остальном мире, кроме Западной Европы, где запрет на использование минералов в промышленности удалось пролоббировать заинтересованной стороне. Посетивший тестовый запуск комбината вице-премьер Тувы Артур Мангал отметил прежде всего социальный эффект начала работы предприятия. Это в первую очередь рабочие места для рабочих, и второе то, что это действительно для нашего бюджета, и для этого это тоже пополнение. Потому что здесь в первую очередь предприятие оно будет выпускать продукцию. Это означает то, что значит, здесь для людей это хорошая перспектива для дальнейших, это для молодых, для всех остальных. Конечно, это в первую очередь это заработок, это новая жизнь. Я считаю, что это вот то, что сегодня вот запустили тестовые, хотя то, что вот большие вот эту вот машину заработала, мне кажется, это очень большое событие. Он выразил гордость за земляков, которые работают на Агдавуракском предприятии, причем некоторые из них на ключевых узлах производства, как, например, Сидипол Кулар. Общий стаж работы у меня 30 лет. В 1996 году начал работать на дробильно-сортировочном комплексе. Здесь наша задача состоит в том, чтобы обеспечить сортировку и сушку руды. С приходом новых инвесторов на комбинате появилось новое современное оборудование. В течение этого года шли восстановительные работы на комбинате. Предприятие восстанавливается и поднимается с колен. По информации руководства комбината, в настоящий момент на предприятии работает около 100 человек, 10% из которых жители республики. Согласно проекту, в ближайшее время штат предприятия будет расширен до 250 сотрудников. Ставку компания будет делать на местные кадры. Антон Пасохин, Александр Оржак, Тува-24, Барумхемчикский район.